Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Бурет Дунайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня начну с поздравления. Сегодня День спасателя. И, конечно, всех спасателей с профессиональным праздником. Люди это неординарные, люди героического характера, зачастую противопоставляя себя природным, техногенным угрозам, спасают жизни людей, причем это происходит каждый день, здесь и рядом. И идя на очередную рабочую смену, человек не знает, с чем ему придется столкнуться. При этом, когда звучит сигнал помощи, люди выезжают и, повторяю, рискуя собственной жизнью, спасают жителей и республики, и России. Поэтому огромное уважение, признательности, во-первых, ветеранам и, конечно же, тем, кто сегодня выполняет эту тяжелую, но благородную работу. С праздником вас, уважаемые спасатели! Вам как можно менее тревожных дежурств. А если уж все-таки вы выезжаете на чрезвычайную ситуацию, чтобы все возвращались живыми и невредимыми. Знаковое событие, о котором тоже не могу не рассказать. В Уктыле начались работы компании «Газпром Добыча Краснодар» по разведывательной скважине 402. На самом деле это известная скважина, и к работе по этой разведке на этой скважине должны были приступить «Газпром Добыча Краснодар» в следующем году, но подготовились с опережением и начали работу уже в этом году. Почему? Во-первых, потому что если подтвердятся предсказания и прогнозы геологов, то запасы уже под разрабатываемым вуктыльским месторождением газовым, это месторождение тоже очень мощное. Оценивается оно около 50 миллиардов кубических метров газа. И, конечно, это очень важно, во-первых, для развития и республики, и Вуктыла. И тогда мы обеспечим до 2050 года завод Сосногорский газоперерабатывающий. И это тоже очень хорошая перспектива и для заводчан, и, естественно, для республики, и для уже теперь и Сосногорска тоже. И надо сказать, что скважина очень сложная. Она глубокая, 5650 метров. И, тем не менее, несмотря на такую сложность, все-таки те запасы, которые там, возможно, есть, они, конечно, точно совершенно окупят все расходы по бурению этой скважины поисково-оценочной. И ждем сейчас уже оценки и, по сути, заключения уже «Газпром Добыча Краснодар», которые за эту работу взялись. По эпидобстановке. За сутки мы так планомерно снижаемся, за эти несколько дней, за сутки у нас есть снижение. Вчера был 191 случай заболевания коронавирусом, сегодня 190. Немножко, но все-таки пошагово снижаемся. При этом чем меньше становится заболевших, тем ниже процент привитых. Сегодня в 190 человек, которые заболели, нет ни одного привитого. Это говорит о том, что все-таки резервуар тех, кто еще не переболел, он уменьшается, но при этом все-таки противопоставляет прививка тому воздействию вирусному, которое есть у заболевших уже. По коечному фонду мы тоже планомерно снижаемся, потому что больных становится меньше, это очень хорошо, но, повторяю, все-таки еще достаточно много тяжелых больных, реанимационных в том числе. На сегодняшний день мы закрыли очередные 120 коек в КРКБ, это тоже хорошо, потому что я говорил, что они нам нужны для плановой работы. По привитым. Привитых у нас растет тоже количество, может быть не так быстро, как хотелось, но тем не менее. Поэтому спасибо всем, кто такое решение принимает. А сегодня у нас привитых на сегодняшний день 368 533 человека. И ревакцинацию прошли 53 661 человек.
Остаток вакцины у нас на празднике достаточный, более 139 тысяч доз. Поэтому, уважаемые жители республики, кто еще не вакцинировался, пожалуйста, принимайте решение и с тем, чтобы в Новый год уйти уже с началом вакцинации. На этом сегодня вся информация. Уважаемые жители республики, всего вам самого доброго, берегите друг друга. До следующей встречи.